Гуляем с моей малой. Провели подругу на маршрутку и топаем домой. Вот. Китюня, иди покажи свою цепочечку. Давай сидеть. Сидеть. Вот, короче, купили такую типа Трикси, она, по-моему. Пропаянное кольца, что, в принципе, подкупила. Вот, как удавку не использую, в принципе, как подстраховку к ошейнику, к обычному. Обычный ошейник, получается, выбирала по ширине, чтобы он не был узкий. Я не люблю узкие ошейники, собака душится. Короче, не нравится мне это. Вот. На Фастексе. Фастекс, в принципе, нормальный, надежный. Вот, регулировано под самый минимум. Но все равно сильно широко, то есть она сможет с него выскочить, если что. Поэтому приспособили вот так вот все. Плюс эта штука будет у нас как держачка для адресника. Адресник тоже только сегодня купили. Сейчас. Вот так вот он выглядит. Тоже Трикси. Раскручивается. Подкупила то, что яркий. То есть, если что, будет заметно, что что-то там болтается. Просто как обычная капсулка. Там внутри бумажечка, где можно написать. Вот так вот. Рулетка тоже у нас куплена пару дней назад. Вот классик на тросе. Долго думала. Стой, дорога. Дорога. Китюнь, рядом. Рядом. Сидеть. Рядом. Китя, нет, нет, рядом. Рядом. Гуляй, молодец. Вот. Думала брать на тросе или на ленте. И все-таки подумала, что трос лучше, потому что лента может запутаться. Вот. В следующих планах у нас подобрать мультибокс к этой рулетке. Тоже желательно в красном цвете. Это вот у нас как радуга, блин. Адресник красно-синий, рулетка красная, ошейник синий. В общем, цвета радуги собака. Вот. Китти, дорога. Стоим. Иди где рядышком. Иди где рядышком. Иди рядом. Рядом. Сидеть. Нет, нет, дорога. Села. Молодец, рядом. Нет, рядом. Не спеши. Рядом. Умница. Гуляй. Вот, тормозом фактически не пользуюсь. То есть, только если там люди где-то близко идут, надо ее скорректировать. А так, в принципе, корректироваться очень просто. Блин, иди сюда. Давай быстренько. Вот такие мы быстрые собаки, Диап. Молодец. Умница моя, идем. Вот такая вот у нас чудесная собака. Чудесная погода сегодня. Правда, думаю, для нее немножечко жарковато. Но, в принципе, что-то лучше, чем ничего. Так что... Вот. Нет. Сейчас появился вариант съездить на море. И вот очень переживаю по поводу того, стоит ли лайку вести на море. Не будет ли там слишком жарко. И как вообще они справляются с жарой. Если кто-то знает, подскажите в комментариях. У кого были хаски или лайки, самоеды там, я не знаю, ЗСЛ, может быть, кто ездил с ними на море. Птичка, 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 кыш-кыш-кыш, птичку. Молодец. Вот так вот. Сейчас у нас здесь будет островочек. В принципе, возле дорог я ее не рискую отпускать, хотя, в принципе, она понимает. То есть, только что голубь улетел на дорогу, а наш на дорогу не побежал. Она понимает, где дорога, где нельзя ходить, где можно. Но все равно как-то сильно не рискую. Стой, солнышко, дорога. Вот, она возле бордюра останавливается. Нет, нет, рядом, рядом. Где рядом? Что надо сделать? Вот так, молодец, рядом. Стоп. Вот только заметила, что здесь какая-то, оказывается, ветеринарная клиника есть. Иди гуляй. Нужно будет узнать, что здесь вообще находится. То нам нужно чип проверить. Недавно поставили чип, ходили проверять, есть ли он вообще, светится ли он.
И чип не нашли. Либо выскочил, либо... Хотя, ну, вариант то, что он просто нерабочий был, очень маленький, потому что с питомника этот весь. Все чипы закупались. Китюня, иди сюда, отпущу. Где отпущу, Китюнь? Где? Вот. Здесь, в принципе, небольшой такой, как парковый массивчик, не знаю, как это назвать. Очень мало, конечно, территории для лайки, потому что уходим мы далеко. Но уже несколько раз я ее здесь отпускала, и пока все нормально, на дорогу не лезет. Вот такая моя послушная девочка. Молодец. Кого зовешь и сразу приходит, а кого? Это ты такая послушная. Да. Идем. Вот. Наверное, вот сколько видела, даже вот хозяин хаски, который там отпускает их, тоже зовешь, приходит через раз. А это, сейчас еще раз. Вот так все оперативно работает. С тормозами плохо, Белен. Иди ко мне, ко мне. Покажи, как команда ко мне идет. А, кусты. Что-то нам там надо. Что-то очень надо. В туалет хочешь? Китюня, иди ко мне. Ко мне. Молодец, умница. Гуляй. Вот так вот это все работает. Машины ездят. Дорога рядом. Моя ушла уже метров на 100. Ну ладно, может 50. Остановилась, ждет. Ты ждешь, малышка? Вот, такие нам надо было в туалет. Иди сюда. Иди, мои халёшки. Побежали. Давай быстро. Молодец. Иди на руки. Давай на руки, Китюнь, на руки. Молодец. Вот так вот за сумку цепляемся и рвем мне сумку. Да, Белен? Молодец. Идем. Вот как-то так проходят наши прогулки. Насчет того, что она бежит далеко впереди. Насчет далеко для этой породы это нормально. Насчет впереди, это я специально так учила, чтобы она не шла сзади, потому что было бы крайне неудобно, если бы она где-то там плелась. Ты идешь, постоянно оборачиваешься, следишь, где она. Вот, когда она сейчас так остается, мне не нравится. Она обычно в течение 5 секунд перебегает вперед. 3, 4, 5. Вот так вот. Все, лес наш заканчивается. Сейчас будем браться на поводок. Китюня, иди сюда. Иди на поводочек возьму. Нужно прицепить, там дорожка. Белен, давай топай. Китя. Ай, молодец моя. Давай прицепимся. Вот что у нас правильно, что она не боится, когда ее на поводок цепляешь. Раньше была такая проблема. Так, стой, я ж не могу найти карабины. Подожди. Ой, это сложно одной рукой. За 2 нашейника. Ужас. Не, стой. Сидеть. Дай сидеть. Молодец, сидеть. Не, стой. Господи, как все сложно. Сейчас, наверное, за один прицепимся и потопаем. Один готов, сейчас подсоединим второй, наверное, все-таки. То мало ли. Вот это уже годы практики нужны для этой всей заманушки. О, готово. Идем, моя хорошая. Вот. Когда ей весело, она там бегает, хвост поднимается. Когда она в спокойном состоянии, просто идет, хвост опускается вниз. Иди сюда. Покажи, какой хвост красивый. Покажи мне. Покажи мне, какой хвост красивый. А как хвостик должен стоять? Вот так должен, да? Она его обычно вообще на спину закидывает, но сейчас мы слишком спокойны, и нам слишком жарко для этого. Вот. Сейчас зайдем во двор, опять сможем отпустить ее. Вот. Насчет новых рулеток, в принципе, на старых было более понятно, когда у тебя собака на тормозе, а когда не на тормозе. Вот здесь, в принципе, там, не знаю, пытаюсь как-то удобнее взять, и собака может сняться с тормоза. Хотя, в принципе, сколько она у меня, я уже немножечко привыкла. За несколько дней к тормозу, к не тормозу. Сейчас, кстати,
оспорим... О боже, стекло. Блин, иди сюда. Оспорим один научный факт, который прописан. Стой, дорога. Сидеть. Рядом. Рядом. Написано в инструкции к рулетке, если кто читал. Дорога. Дорога, солнце, давай садись. Давай. Не-не-не, сидеть. Давай рядышком, быстренько, быстренько рядышком. Быстренько рядом. Ну, садись ты, ну. Ну, почти ровненько, давай рядом. Вот, в инструкции написано, что, во-первых, вот этот вот ошейник, как не ошейник, он создан для того, чтобы на всякий случай висеть рядом с поводком вокруг ошейника обычного и цепляться к рулетке для подстраховки, если вдруг ошейник порвется. Вот. И второе, что там написано, что собаку нельзя вести на длительном тормозе на постоянной основе. Сейчас мы вам продемонстрируем. Я поставила на тормоз собаку. Вот и пойдем вперед. Вот, то есть там написано, что если ты ведешь собаку у ноги, ставишь тормоз. Если ты ведешь ее хотя бы на каком-то расстоянии от себя, тормоз не ставится. Но прелесть этой собаки в том, что она спокойно идет прямо на любом расстоянии. То есть если я выпущу на 5 метров и зафиксирую на 5 метрах, точно так же будет идти. Насчет размера. Это для собак размера L, по-моему, сидеть. В общем, для собак до 20 килограмм. Гуляй. Опять фиксируем. Вот. Так, до 20 килограмм оно идет. И плюс во всех флексовских рулетках на рывки, то есть вот если собака резко куда-то потянет, еще дается плюс 5 килограмм. То есть просто вес 20 килограмм максимум, живой вес идет 25 килограмм. Как-то так. Но в любой ситуации, если собака у вас очень активная или любит там резко куда-то рвануть, то лучше все-таки брать далеко с запасом. К примеру, моя весит около 16, где-то 16-17, вот так вот. Вот. У нас эта рулетка подходит. В принципе, учитывая то, что нам уже 2,3, 2 годика нам уже, так что не думаю, что она особо там сильно еще наберет. Может, там пару килограммчиков. Надеюсь. Что нам очень сложно набрать вес из-за того, что мы постоянно бегаем, мы очень активные. О, смотрите, кошак надыбался на нас. Котик, мы тебя, кажется, знаем. Боится, да? А мы стоим, не понимаем, что нас сюда притащили. Котенок. Кис. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Да, это, кажется, наш котик, который возле нас живет. Возле дома там их кормят. Вот, успокоился уже. Ладно, идем, не будем пугать кисю. Обходи куст. О, вторая кися. Смотри, какое чудо. Косак. Бойзя, ты веслоухий? Белин, иди сюда, я хочу кошака погладить. Иди ко мне. Сидеть. Место. Кисенька. Кися. Боже, какое ты классное. Боже, какая мягенькая кися. Ты домашний, да? Ты в ошейничке. Ты в ошейничке, кошак, ты маленький. Такой маленький кошак. Ушки реально висят. Ты же британец, да, походу? То обычно черненький уже от нас убегает. Давайте шейку еще почешу. Вот такой хвост поднял, нравится котику. Да, кися? Да, кися? Вот такая кися холёсая, да? Такая кися. Да, вот такая. Вот так приятно, котеночку. Да. Все, кися, мы пошли, пока. Кто такая послушная девочка? Смотри, какой запах тебе принесла. Кошаком пахнет, да? Молодец, моя хорошая. Идем гулять. Китень, дорожка. Иди сюда. Иди, моя хорошая, дорожку переходить будем. Иди рядышком.
Не, рядышком, совсем рядышком. Совсем рядышком хочу. Молодец, рядом. Рядом, солнце. Нет, рядом. Гуляй. Что-то она уже дорогу узнала, тянет. Вот. Изначально, когда мы только начали ходить на рулетки, мы приучали к тому, чтобы вот, рулетки очень быстро ломаются. Здесь вот, к примеру, полная длина поводка. Собака полностью вытянула. Молодец, дорога. Идем. Вот. И продолжают тянуть на полностью вытянутом тросе. Тогда они быстрее ломаются, и это может быть опасно. Идем. Вот, поэтому мы приучались, что она выходит на полную длину, останавливается, ждет, пока я подойду. Или там останавливается на полной длине, как только поводок натянулся, и бежит обратно. Вот на таком алгоритме мы ее выучили. Она после этого уже вообще перестала натягивать. Вот, и без команд стоп вперед останавливается, или подходит ближе, или идет в сторону. Как-то так. Не, Китюня, налево. Лево, лево. Лево. Давай домой. Давай лево. Лево. Молодец. Так, а там какая-то машина открытая. И главное, чтобы здесь сейчас собак не было. В последнее время много всяких здесь бродит. Это, кстати, тоже очень интересно. Начала метить как кобель. Постоянно. Вот это вот за прогулку 5-6 раз садится. Хотя до течки она вообще не метила. Что, страшно? Дверь открыта, да? Идем. Идем. Трусиха. О, видите, как аккуратно подходит. Выжила, Белен, да? Китюня, подожди меня. Кить. Маська, подожди. Молодец. Если сейчас не остановится, будем прятаться. Не остановилась. Ну иди сюда. Далеко ушла. Ты умница, ждешь наконец-то. Гуляй. Вот, ну в принципе здесь уже ничего интересного не будет. Сейчас уже будем заходить домой. Все, всем пока, до встречи.